Вот это нижняя юбка. К нему пришивается верх торс. К нижней юбке вот это будет как бы верхняя. Это у нас рукав. Очередное творение, над которым трудится Мадина Албагачиева, национальное платье, сшитое вручную из итальянских тканей. Таких в этой крошечной студии десятки, а тех, что подарены или проданы, сотни. И это далеко не все, что можно увидеть в этой мастерской. Картины, куклы, перечислять все, что у Мадины хорошо получается, можно долго. Уже 15 лет мастерица шьет и делает различные поделки на заказ музеям республики для различных выставок. Сейчас она готовится уже 8-й раз представить свои работы на предстоящем фестивале культуры и спорта народов Кавказа. Это костюм Амазон. Я собираюсь его вести на Кавказские игры. Верхняя одежда типа черкесски, рубашка, брюки, должна быть обувь и курхарс. То, что детское увлечение станет призванием по жизни, педагог по образованию Мадина никогда не могла представить. С детства она шила своим игрушкам платья, однако с возрастом любовь к куклам не прошла, поэтому решила создавать свои. После окончания института девушка поступила на курсы кройки и шитья. Тогда-то и начали поступать первые заказы. Сейчас она уже сама обучает юных мастериц секретами шитья. У Мадины 4 ученицы. Ее источник вдохновения и поддержка во всех начинаниях супруг Магомед Мурзабеков. Тоже творческая личность. Ювелир с 15-летним стажем. Любовь к созданию украшений у него возникла после школы. Тогда-то он и определился с выбором профессии. У меня всегда, я какие-нибудь побрякушки, там что-то делал, ковырялся в них. Постоянно какой-то интерес, чувствовал, что у меня проявляется интерес к тонким вещам, чтобы что-то сделать. У ювелира своя мастерская, десятки изделий, как из чистого серебра, так и из золота. Изготавливать украшения в национальном стиле Магомед начал после того, как приехал в Ингушетию из Казахстана и Германии, где до этого ювелир жил и работал. Воспоминания об этих странах он перенес на свое творчество. Работы Магомеда также будут представлены на предстоящих Кавказских играх. Это значок Ингушетия, солярный знак. Это тоже серебро, сзади булавка железная идет. Вот такой вот значок на пиджак, на рубашку мужской. Например, изделие, вот на вот это изделие, например, это кольцо Ингушетия. Вот такая вот сетка внутри здесь красивая. Чтобы сделать эту печать, у меня уходит где-то 1,5 недели, это точно. На национальном подворье фестиваля также будут представлена выставка этнографии фондов музеев регионов СКФО. В Музее краеведения имени Тугана Мальсагова уже начали подготовку. Более 300 экспонатов упакованы и ждут отправку в Москву на мероприятие, посвященное 25-летию Ингушетии. После все они отправятся в Владикавказ на Кавказские игры. В этой выставке будут представлены экспонаты с фонда этнографии, археологии. Там есть и нагрудники, мужские и женские, пояса, бусы, браслеты. Также туда повезут картины известного нами художника Хуш-Амета Магожева. В рамках культурной программы фестиваля Минкультом Ингушетии запланировано выступление мастеров искусств региона, заслуженных и народных артистов Тимура Дзейтова, Рагда Ханиева, Рахмана Бекова. Также выступление готовит государственный ансамбль танца «Ингушетия». Будет представлена новая хореографическая композиция «Гвелетинский танец». Это грузинский танец, постановку делал наш гость из Грузии. Ну, а также будет государственный ансамбль представлен их визитной карточкой. Но также мы планируем в рамках фестиваля показ фильма о Республике Ингушетия. 8-й по счету фестиваль культуры и спорта народов Кавказа пройдет уже в конце сентября. Впервые за свою историю Кавказские игры будут проходить 2 дня. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24.